Всем привет, друзья! Это шоу «Не до шуток». И у нас сегодня в гостях, не побоюсь этого слова, крестный отец кыргызского ютуба, великий и ужасный Хурал Чокоев! Недостаточно, чтобы он вышел на сцену. Это очень сложно, кстати, выучить вот так. Прям. Спасибо огромное, что нашел время, пришел к нам на шоу. Это... Я не понял, ты уже со мной на «ты», что ли? Можно же, да? Сразу. Мне кажется, можно. Или нет? Давай. Можно же, да? В общем, нет, я для этого спрашиваю, а так можно же? Да, конечно, можно продолжать. В общем, спасибо огромное, что ты пришел, нашел время в своем забитом графике. Мы смотрели твое шоу, это очень крутое шоу на самом деле. Подожди, извини, блин. Я не могу привыкнуть к твое шоу, Денгич. Это же мое шоу. Продолжай, шучу. В общем, мы очень рады тебя видеть, и для нас это был очередной толчок для того, чтобы создавать такие шоу. На самом деле люди более проще должны относиться ко всему, что происходит на YouTube. Как говорит один очень хороший человек у нас в городе, если ваш сын... Почему люди же говорят, типа, наши дети смотрят, берут пример. И для них есть очень хороший ответ. Если твой ребенок берет пример не с тебя, значит, ты плохой пример. Поэтому это шоу было... Классный пример. Да, нужно было... Мой первый вопрос. Да. Я хотел задать всегда. Вот, я читал про тебя. И ты тоже со мной на «ты», что ли? Я изначально с тобой на «ты». Вот. Я читал про тебя то, что ты ходил во время пандемии, когда коронавирус, все закрыто было, да, ты ходил и по домам депутатов и пел Джарамазан, да? Да, было такое. Собирал деньги. Рисковал своей жизнью. Рисковал с жизнью людей, которые вокруг тебя. Для чего, да. Но непонятно для чего, да? Вот. Для чего? Я читал, я орал, да, в голос, с того, что происходит. То есть ты был одним из тех хейтеров, которые там... Диванный такой. Ну я же лежал, я не Ты понимал. дома лежал такой, ты пишешь, да, почему они могут там гулять, ходить по домам, деньги кушать? зарабатывать. Нет, тот комментарий я оставлял. Блин. Мы благое дело, кстати, делали. Мы зарабатывали деньги на строительство школ. Мобильные школы мы строим, на данный момент еще они не закончены. Не закончены, во множественном числе, они одна школа, один контейнер мы купили, и сейчас будем делать ремонт. Это что за проект был? Это проект мобильные школы, это для тех жилмассивов или для тех районов, где там школ нету. То есть не хватает образования. Эти школы будут преподавать языковые курсы. Английский, русский, возможно, турецкий. Мы это делаем вместе с Enactus KEU. Студенты есть. Организация. Организация Enactus со студентами KEU. Мы с ними сделали, то есть они к нам обратились, мы собрались с ребятами, придумали в момент ОРОЗО, как собрать, давайте не просто деньги собирать, а как-то это сделаем шоу, что ли. Нет, Пошли это гитару, время... взяли аккордеон и начали петь, деньги собирать. Это во время ЧС, ЧП, когда все было в городе закрыто. Да, все уже шло к тому, что, то есть карантин закончился. Это после всего этого? Нет, нам начали разрешать уже там, комендантский час закончился. Но после этого начали люди, кстати, после этого умирать. Сколько денег ты реально поднял и выделил? Почему я заработал? Мы с командой заработали 172 тысячи сомов. 2 тысячи сомов, правильно, да? И за эти деньги мы купили контейнер, который стоит $1000. Остальные $1000 сейчас... Поделили?
$1100. Спалил. Сейчас у нас в копилке. Мы сейчас будем делать ремонт. Да. Сколько максимум давали? Сам больше всех дал Алтынбек Сулайманов, Мгм. когда мы пошли к ним в офис. Там, Ассаламу алейкум, Джарамазан. Он вытаскивал Вы два с таких балалайками, конверта. да? Вот Ой, таких с прям. камузом, да? Не знаю, там поскольку купюр было, Мгм. два вот таких конверта, говорит, это от меня, говорит, аз болса да көп, говорю, Алпова. Потом А- выясняется, что там 100 тысяч сомов. Почему мы поднимаем эту тему? Потому что очень большинство людей посчитало то, что именно в тот момент, когда пандемия, всех закрывали дома, вы начали ходить по городу, да, показывая то, что ну, типа, я могу, там, мне можно, да, поэтому... А это было все ради благого дела, во-первых. Во-вторых, это было после всего того, что ну, начали разрешать уже Да, ходить. карантин закончился, как бы честно было. Да. Ситуация, да? Да. Просто комендантского часа не было, все было открыто уже. Но после этого люди начали умирать. Странное совпадение, я думаю. Совпадение? Странно. Не думаю. Но ни один человек, к кому мы домой ходили, не умер. А, Да, так что А с кем вы ходили? виновником все это не я являюсь. Смотри, как бы мы избегали темы шоу, Шоу. Шоу. Вот тут ставки у тебя вот тут на голове. да. Ты вот этот звездный. Как прошло все это? Замечательно. Мне все понравилось. Супер. Не, на самом деле, что вот Министерство культуры, какое... Нет, да, бывает же такой момент, когда тебе ничего не интересно уже. Ты вроде песни пишешь, чем-то занимаешься, на сцене выступаешь, по тайм ходишь, тебе уже неинтересно. Мгм. Ты не знаешь, что-то ты делаешь, ну, вроде бы деньги зарабатываешь, но чего-то не хватает, оказывается, вот этого не хватает. Я как дал, блин, нафиг. Такая же, такое пристальное внимание, и такой объем хейта, Мгм. мне даже начало нравиться последнее. Да? Тоже суетолог. Да, конечно. почему? Потому что Ну не это- настолько крутой, конечно. Да. Как кто? Как и Рулан, он тоже суетолог же по-своему. Суетолог? Да. Что такое? Суету наводит. Суетолог. Вот. На 6 Не, лет. да, ну да, я свой адреналин Вы поймали получил нормально. жесткий, прям огромный кусок хайпа. Адреналин там, я не буду рассказывать, что там было, Мгм. но там было прям страшно, честно. То Тебе есть звонили, это у угрожали? меня как этот, статистика вот так плавала. Мне Мгм. было сейчас хорошо, в то же время, момент там все менялось, короче, плохо. короче. Мгм. Звонили, угрожали? Угрожали, там, авторитетные люди очень угрожали. Друзья Ирлана? А? Друзья Ирлана? 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 Я же не таракан, то есть. Ирлан мне угрожал. Я же не так. Это было тонко. Это Да, было тонко. это было ребус. Ничего противозаконного я не делал в этих видео, в своем проекте. Мгм. Я не нарушал Конституцию Кыргызской Республики. На меня никто не жаловался, не писал заявление, что Ну, у типа тебя же кого-то я даже обидел. отобрали же медаль вроде. Да нафиг Отлично. эта медаль нужна? У вас была встреча, на этой встрече, ну, с министром культуры был ты и Хайрат Примбердиев, Хайрат да? наш этот, юрист. Ага, Не, юрист. в общем. юрист. Мы пошли, там поставили этого министра. Куда поставили? На полку. Наверное, Как поставили? но потом решили, что лучше тихо, мирно все закончить. А то Мгм. мы хотели судиться, там дальше больше волокиты. Ну, Тебе вернули Не, отличника? Я как этот сказал, что он мне не нужен. Мгм. Так и осталось. Так и оставил, все. А Хайрату вернули? У Хайрата не смогли отобрать. А, даже... Да, да. Там нужно было делать какие-то процедуры. Процедуры массажные. Чтобы снять, да? Во-первых, одежду, во-вторых, медаль. В-третьих, уже стресс. Да. После шоу ты напрягся. Ну, блин, классно. Не знаю, мне шоу этот залетело. Мне шоу залетело, кроме того, что один выпуск я смотрел с Хайратом Кыргызом, да? И
И да? И чё, да? Не понравилось мне, что? Что ты можешь мне сказать? Не, кстати, я вот первые 15 минут залетели, а потом я не помню, я отключил. Ну вот. Первый, У как- меня в голове что-то У меня помутнело. было, а логику у нее же, да. 15 минут залетели, да, дальше неинтересно. Нет, на самом деле был очень хорошее шоу, классное. Мы берем пример, да, на самом деле. Мы из-за этого собрались вот так. А что, конечно. Хурал, может, мы что, нет, что ли? Да, конечно. Мы вот так, на самом деле, подумали, с ребятами посидели. Что, ребята могут материть кого-то, оказывается, и вот так... Мы тоже хотим, да? Не смотри на меня так. Мы тоже Мы хотим, потом да. его уберем. Да, что-то, Тумбочка черная будет там Человек, стоять у нас красиво. я до этого думал, что он глухонемой. Мы, чтобы не задевать чувства глухонемых, Заговорил, я представляю. Вот чисто декорации. Да. да, Охрана. Цветок стоит, да. цветок, Если голубой Сы- цветок. Если Садыбан начнет там напрягаться, пасы. А, Что ты такой серьезный? Расслабься. Я не серьезный, я... По жизни, блядь. Это оставьте, пожалуйста. Ай, бля, Покажите бля. моей маме. Я не серьезный. У вас, ну, семья есть, сын, да, дочка? Да, семья, дочка у меня, сын, ему 16 лет уже. У нас была очень классная тема, которую мы бы хотели обсудить с нашими гостями. Это половое, как ты один раз сказал, сексуальное воспитание, говорит, половое воспитание детей. Мы вот про это хотели поговорить, когда готовились. Ну вот, у тебя сын, да, вот твоему сыну сколько? 16 уже сказал. 16, да, вот. Вот придет время, ну, ему 18 исполнится, дай бог, ладно. Дай мы- дай, дай мы- дай Аллай. Дай Арстан Аллай, да? Это, Дай, Арстан Аллай, тебе здоровья. да. Вот. И вот он придет, ты будешь же, ну, воспитывать своего сына? В плане- Нет, давайте мы подведем к этой теме. Да. Вот у нас в Кыргызстане нету такой темы, что родители разговаривают с детьми про секс, про вот отношения с парнем, с девушкой, да. У нас как бы вот эта тема секса, она как и в прошлых годах, она очень строго закрыта. Наш менталитет такой, что мы не воспринимаем этот разговор как на должном уровне, потому что мы должны на эту тему Да, разговаривать, да. мне кажется. Я не знаю, если меня родители поймали бы в детстве с призиком в кармане, то пизды дали бы им. Фирменная. Козырная. Козырная. А если сейчас поймают сына с презервативом, то его даже можно похвалить. Да. Да, молодец. Не, вот, Вот. ты похвалишь вот своего сына? Конечно. Блин, кстати, у меня сын уже взрослый, блин, как оказалось, быстро вырос. И уже девушка у него есть, несколько лет общается, оказывается. Ну, С я- одной? Со мной, говорит, с тобой. С одной, говорю, да. Я думал, Просто общается? ну, как Со мной. парень-девушка. Ну, я не знаю, насчет полового воспитания. Да, да, да. Вот. А он будет на Я свадьбе? еще не общался, но я попробую. Сложная наверное. эта же тема, правильно? Наверное. Не, не знаю. вот чисто теоретически, как это будет? Потренироваться хочешь? Баламс, еще тас. По факту, да? Разъебал такой. Как это будет? Вот так, наверное, будет балам там. Может, Не, ты- вот ты может, это издалека ты начнешь? как актер. Давай, давай. Может, Я вы буду- Давай, давай, ты, отыграете? бля, Давай, давай. Ну, короче, я... Как зовут сын? Санджар. Санджар, да? Я Санджар, сын Хурала Ваке. Мне 16 лет. Вот. Интересно, как сын на это отреагирует? Садись, Санджар. Давайте представим ситуацию. Он как, он в себе уверенный парень? Конечно. Как ты? Как? Нет, я Не, должен нормально. в Нет, парень. давайте я вас Да, этот, такого, да. как вы на КВН этот представлю, Да, да, миниатюра. да, да, да. У нас миниатюра, отец разговаривает с сыном про секс. Смотрим. Воспитывай. Отец воспитывает сына сексом. Я шучу. Я пошутил, сори. Санджар, привет. Воспитывает сына сексом. Давай сначала. Давай. Привет, пап.
Мы с ним общий язык не найдем. Теперь найдем. Мне это Шучу, все, шучу, конечно, шучу. это спектакль все. Да. Да. Ну, с сыном я вот так буду разговаривать. Балан, что там, девушка появилась? Я потрогал тебя. Да, хватит уже, успокойся, блядь. Я не могу собраться. Он меня трогает, я волнуюсь. Короче, у тебя плохой актер, иди садись. Спасибо. Все, отлично. Мы поняли, что в Кыргызстане с половым воспитанием еще жить и Да, к учиться и этому учиться. нужно прийти. К этому прийти. Нет, просто у нас эта проблема не видна, вот поверхностно, да, но если так покопаться и поднять статистику, именно вопрос полового воспитания, что там презервативы, там туда-сюда, очень много ВИЧ-инфицированных и так далее. Но эту тему как бы можно говорить часами. Главное, что мы хотим, чтобы в школах... Главное, надевайте призики. Да. Да. В школе, чтобы хоть где-то говорили, не родители, так в школе чуть-чуть, чтобы информировали детей, что класса нужно 7-го. трахаться Да, в презиках. Всё, Кстати, давай другой. не гондон, а кондом. Да, кстати, да. А гондон — это ты. Ты же просто сидишь, брат, хотя бы гондоном будешь. Ты с этим ничего не поделаешь, блядь. Я, ну, конечно, Ваше право. да, но Кем я быть? бы так не глотал бы. да. Разъебу, говорит. Бля, опять хейт пойдет, наверное, да? Нет, мы же... Всё нормально. Вырежем. Все нормально? Всё. Мы не будем вырезать. Я хочу быть, блядь. Я хочу быть гондоном. Вот это вначале вырежем. Не, вот, давайте плавно перейдем, да, к теме. Это Вот. как плавно, это как? Ну, мы уже перешли, да. У нас уже Да, да. сближение там. Связь. Да, связь. Химия. Окей, дальше. Вот, проблемы хотели вот узнать у вас, какие проблемы. Что прям Меня бесит что в городе, беспокоит? напрягает Что прям беспокоит, жестко. Не, меня бесит, знаете, что? Что Наша за ребус? экология. Почему я не могу разгадать? Наша экология. Вот этот смог, блин, бесит меня. И меня бесит, когда все говорят, это из-за машин. Блять, машины и летом ездят, такое же количество. Мгм. И это, говорит, из-за ТЭЦа. Не из-за ТЭЦа это все, А из-за чего? а из-за жилмассивов, я думаю. А Ну, как, так оно как есть. это? Да, ну Они это топят. да. А Этот как это вопрос- решить? Чё? Я не знаю, как это решить. Если бы я это знал бы, я бы предложил бы. Да. Нет. Такое количество людей живут в А шагах если- этого города М. и топят уголь. Вы представляете, да? Уголь, если- они отходы топят. Не, уголь же Сжигают. нормально, углем же топить Уголь можно тоже. же. Нет. Не-не-не. Уголь тоже. А чем топить тогда? Ничем, Блять, не топи, да? Не топи меня, блядь, не топи шоу. Срочно Не Судемана топи шоу. сюда. Он сейчас с тобой пообщается. Этот. Чем Тебя топить? Газ. Да. Газифицировать. Газифицировать? Газом дорого. Я думаю, да, нужно будет просто строить многоэтажки и вот этих всех жилмассивов, чтобы они переезжали в эти многоэтажки жили, чтобы Мгм. их один ТЭЦ или два ТЭЦа, чтобы обеспечивали теплом. И все. Этим можно решить проблему как-то. Если, ну, человек же не умрет, не должен же умирать от этого холода, правильно? Ну, смотри, если, допустим, ты в Бишкеке, никого нельзя попросить, чтобы они переехали на этажные дома, потому что у нас Это страна, Этим государство должно. государство должно решать. прям приказным тоном, Не что приказным тоном, это нужно Выбор строить давать. дома Да. и обменивать их Да. как-то. Ну да, я не знаю, если бы я знал бы, я это делал бы, понимаете? Короче, вот эти земли выкупить и Выкупить, построить и для да, них им нормально. предложить альтернативу. Живете в этих красивых квартирах и не топите зимой уголь, да, вообще. А кто отвечает за погоду у нас в Кыргызстане? За вот... Арстан Алай. Блин, я бы... Тема. Как этот? Давай пожмем. А ну ладно, тебе можно. Дай мне Не, тоже. ну я с как тобой понял, ты всегда шутишь про Арстана Алая, Да, но вот он этот мне раз она нравится. залетела, Да. говорит, шутка, да. Ну, короче, Арстан Алай любит эксперименты. И он экспериментирует вон с ним. вызывает погоду. Поэтому он знает, за что он Сейчас я на отвечает. тебя брызну, а ты Сейчас брызнешь будет на пол. дождь.
Поэтому каждый раз, когда идут Дождь он дожди, точно вызывает. Ну, максимум, что может вызвать Арслан Алай, это золотой дождь, наверное. Ему виднее. звездам хотим обратиться. Пойте всегда вживую, не используйте фонограмму, как Урал. И спасибо огромное за то, что пришел. Да, Спасибо реально. огромное тебе, За Адиль, то, что я есть. за то, что ты есть. Спасибо огромное, Залхар. Это было шоу «Не до шуток». Смотрите нас на YouTube. Просьба.